Экспертный совет конкурса оценивал представленные проекты с точки зрения их значимости для развития и продвижения туристического бренда Абхазии в мире туризма. По мнению членов конкурсной комиссии, бренд должен выражать принадлежность к культурным и историческим ценностям нашей республики, а также улучшить узнаваемость страны в мире. Стилистика именно художественного оформления, да, она никоим образом не впечатляет меня лично. Я сейчас говорю только о своих личных ощущениях. Но вот это, допустим, тоже на майке, это непонятно будет, что это. На автобусе тоже непонятно, что это. Честно говоря, значит, это мое, опять же, личное мнение. Вот эта картинка. Если вот смотреть на все остальные бренды, я бы сказал, что эта картинка даже в какой-то степени, быть может, более информативна. И по своей стилистике оформления, да, вот по стилистике именно логотипов, может быть, казалось бы, что достаточно даже не хуже, чем все остальные европейские, там, итальянские, испанские, не хуже выглядит. Но тот же мандарин у меня в первую очередь, да, вот тоже меня негатив вызывает, именно мандарин. Мандариновая республика, не знаю, как-то, да, солнечно, все интересно, красиво, картинка, но смысловая нагрузка меня не очень впечатляет. Я бы, допустим, или переделать что-то. Вот, допустим, горы, море, Enjoy Абхазия, вроде бы очень даже неплохо все это смотрится. А вот мандарин, тоже чуть-чуть, немножко не айс, грубо говоря. Что касается третьего бренда, сухой. Вот мое определение – сухой бренд. Сухой, невкусный, да. И слишком простой, нет какого-то там тепла вот за этим знаком, по моим ощущениям. Конкурс Министерства туризма Абхазии на логотип туристического бренда проходит с 15 ноября 2020 года. Всего было принято 54 макета. Авторы попытались отобразить то, что вызывает ассоциативный ряд с нашей страной. В конкурсе приняли участие профессионалы и любители. Из 54 работ было выбрано 10 работ экспертным советом нашего конкурса. Из 10 работ, которые проходили общественным голосованием, открытым голосованием. У нас конкурс международный, потому голосовать мог любой желающий. Осталось 3 работы. Мы бы хотели, чтобы мы сегодня все вместе решили, какая работа могла бы представлять Республику Абхазия в печатных изданиях, в сувенирных изданиях, на разного рода туристических площадках по всему миру. Я считаю это очень важным, и мы надеемся, что выбранная работа, если она до конца даже не отвечает всем условиям, мы после того, как мы выберем, мы можем, как мы и обусловили в первом этапе, мы можем обратиться к автору данной работы, чтобы он доработал. В итоге экспертным советом конкурса была выбрана работа под названием «Enjoy Абхазия» – «Насладись Абхазией», но с учетом того, что автор будет дорабатывать свой проект. Из этих 3 вариантов был отобран один вариант, который в дальнейшем будет дорабатываться. Конкурсная комиссия преподнесла нам дополнительные дополнительные техзадания, то есть поставила, чтобы мы связались с авторами и доработали тот вариант, который они выбрали. Готовый вариант будет после того, как автор доработает уже выбранный конкурсной комиссией вариант, и публично мы его наградим, то есть его приз будет выдан, и также опубликуем и презентуем новый логотип туристический. Наличие бренда в стране дает возможность продавать продукт намного дороже и эффективнее. Но зачем нужно брендирование территории, понимает не каждый. Дело в том, что любая страна обладает своими особенностями, которые можно рекламировать и продвигать. А хороший бренд всегда поможет преобразить страну, регион или город. Он создает новый канал общения, положительную реакцию мира и становится инструментом для бизнеса.
Шазина Ханагу, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.